Россия теряет территории на востоке Украины, Москва и Киев обмениваются ударами, а в Италии стартует массовая распродажа домов лишь за 1 евро. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Новое место запуска. РФ ударила по Украине с необычной локации. Главная цель — столица. Новая тактика. Куда целились? И что известно об ответной атаке? Как России пришлось провести немедленную посадку пассажирских самолетов? Компромисс, уступки и хитрый ход. В США заявляют об остановке войны. До финального боя осталось меньше месяца. Каков план Вашингтона? Турция не утихает, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия могут отправить военных в Украину, на чью сторону и за что готовы платить французы сотни евро, чтобы успокоиться. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Столица под ударом. В Киеве и других городах Украины ликвидируют последствия массированной атаки. По приказу Путина были выпущены 150 дронов. На этот раз летели не только с традиционных мест запуска, а это Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, но и с территории Запорожской области, которая подконтрольна Кремлю. Шахеды долетели до центра страны. Таким было небо Киева. В 5 районах украинской столицы есть разрушения, погибло как минимум 3 человек, среди них отец с 5-летней дочкой, среди пострадавших 11-месячный ребенок. Власти Киева говорят в том числе о падении обломков сбитых беспилотников на жилые дома. Но не только столица была мишенью оккупантов, разрушения зафиксированы в Харьковской, Черниговской, Сумской, Одесской, Киевской и Донецкой областях. В воздушных силах заявляют об уничтожении 97 дронов, также часть БПЛА оказалась фейковой, без боевой части. 25 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны, без негативных последствий. Этой ночью противник применил большее количество именно ударных БПЛА, по меньшей мере 122 единицы. Дронов-имитаторов, соответственно, 25. В офисе президента Украины заявили, что Россия не прекращает огонь, а у Путина одна цель – убивать гражданских. Помощник Зеленского Ермак призвал остановить это. Закрытые аэропорты, немедленная посадка самолетов и запрет на взлет. План «Ковер» уже традиционно был объявлен в нескольких регионах РФ. Причина – беспилотники в небе. В ведомстве Белоусова утверждают, что рой украинских БПЛА был в 3 раза меньше, чем тот, который россияне запустили в Украину. Речь о 59 украинских беспилотниках, которые долетели даже до Каспия. Над Астраханской областью, по версии РФ, было сбито 20 беспилотников, 29 над Ростовской, громыхало над Воронежской и Волгоградской областями, над Курской и Саратовской, а также над Крымом. В то же время жарко в Краснодарском крае, и весна здесь ни при чем. На нефтебазе в Кавказском районе, которая была атакована еще 4 дня назад, произошел выброс нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб региона. Пусть уходит. Пусть уходит. Выброс. Скажите, пусть уходит, Mitsubishi туда поехал. Ух, парит, серый, нихуя жарит. Как ранее рассказывала Нехта, по данным западной прессы, детали прекращения ударов по энергетике в войне РФ против Украины еще не согласованы, несмотря на заявления сторон. Украина освобождает территории, ВСУ выбили российскую армию, войска Путина теряют контроль в Луганской области. Наступление и деоккупацию населенного пункта Надия, что в переводе означает «надежда», провела известная 3-я отдельная штурмовая бригада Украины. За 30 часов силы РФ были уничтожены и выбиты, говорится в официальном сообщении. В Украине заявляют, что под контроль перешло 3 квадратных километра земель. Россия брала этот населенный пункт на протяжении 2 месяцев и потеряла 2 механизированных полка, а украинцы отбили чуть больше, чем за сутки. Украина не сможет вернуть военным путем все территории, которые захватила Россия. В этом уверен близкий союзник Украины, президент Чехии Петр Павел, который побывал с визитом в Киеве и Одессе, но при этом заявил, юридически признавать территории никто не должен и не будет.
Да, это состояние может длиться некоторое время, но это вопрос принципа. Если мы хотим сохранить международный порядок, основанный на правилах, где имеет значение территориальная целостность и суверенитет, то мы просто не можем смириться с тем, что агрессор получит как поощрение законное право собственности на оккупированные им земли. У нас нет другого пути, кроме того, чтобы не признавать и объявить территории временно оккупированными. Но, конечно же, сколько продлится эта временность? Вот вопрос. Павел считает, что война в Украине закончится компромиссом и уступками. Кроме того, президент Чехии дал понять, его страна готова принять участие в иностранной миссии по отправке войск в Украину после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Как считаете, действительно ли такое может произойти и иностранные войска станут гарантией безопасности для Киева? Или пока это все только громкие заявления и обещания? Военных из стран Европы и НАТО не будет около линии разграничения, по которой фронт может быть заморожен. Туда могут отправить другую миссию и тех военных, которые не раздражают Путина. О новом плане по отправке голубых касок в Украину пишет издание «Ла Република». В Украине может оказаться миротворческий контингент под эгидой ООН, и это только военные из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Их задача – контроль за границей Украины и России. Параллельно будет второй контингент – добровольцы из Европы. Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия. Они будут патрулировать границу ЕС с Украиной, в Польше, Словакии, Болгарии, возможно, Венгрии. Это дополнительный сдерживающий фактор для Москвы, но без ввода в зону боевых действий, уточняет издание. Авторы материала также пишут, США не хотят открыто помогать и направлять свои силы, но Трамп готов обеспечить техникой, спутниками и радарами, а украинская армия при этом останется между двумя зонами, в центре внимания, и должна быть усилена оружием, обучением и ресурсами. Этот план может стать реальностью, если РФ и Украина подпишут мирное соглашение. Третьей мировой не произошло благодаря тому, что Трамп хорошо ладит с Путиным и Зеленским. В этом уверен сам американский президент. Он считает, что его отношения с этими людьми являются ключевым условием для успешных переговоров о прекращении огня. И мне бы хотелось, чтобы мы могли прекратить убийство солдат, хотя это не американские солдаты, но все могло бы привести к Третьей мировой войне. Я думаю, все под контролем благодаря хорошим отношениям с президентом Путиным и действительно хорошим отношениям с президентом Зеленским. Это было бы замечательно, если бы мы смогли остановить это, и я могу сказать, что никто другой бы не справился. До полного прекращения огня в Украине остается меньше месяца. По крайней мере, такие планы у администрации Трампа. Bloomberg пишет, что цель Белого дома – остановить боевые действия до 20 апреля, то есть до Пасхи. Тем не менее, в Вашингтоне понимают, план может быть разрушен из-за позиции сторон. Авторы намекают, в планах Путина не встречаться с Трампом, пока не будет выполнено условие. По словам людей, знакомых с позицией руководства, Кремль не согласится на встречу на высшем уровне между Трампом и Путиным, что, как неоднократно предсказывал президент США, произойдет в ближайшее время, пока не будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение. По их словам, это маловероятно к середине апреля. Вашингтон тоже не собирается встречаться с Путиным, пока Москва не пойдет на условия Белого дома, уточняет Bloomberg. Соперник брошен за решетку. Эрдогана обвиняют в политической расправе. Экрема Имамоглу, мэра Стамбула, по решению суда арестовали. 5-й день в Турции протесты. Страна горит из-за обвинений в адрес одного из самых популярных оппозиционных политиков. Масштабные протесты прокатились по всей стране. Люди не собираются расходиться. Экрем Имамоглу стал страшным сном Эрдогана. Он стал его кошмаром. Он пытается справиться с Имамоглу, но не может. Только между нами. Мы сделаем Экрема президентом. Имамоглу, напомню, задержали 19 марта по подозрению в коррупции и связях с террористическими организациями, в частности, с Рабочей партией Курдистана. Оппозиция уже назвала арест политическим. Сам мэр отверг все обвинения. Суд также вынес постановление об аресте 18 приближенных Имамоглу. Эрдоган же обещает жестко реагировать на все события на улицах Турции. Протесты он называл и театральным шоу, и уличным терроризмом.
Дом в Италии по цене чашки кофе. В городе Пенне, это регион Абруццо, до Рима чуть более 200 километров, власти устраивают распродажу недвижимости. Стоимость домов всего евро. Но, конечно, есть сюрприз. Дома старые и требуют капитального ремонта, однако в самом центре живописного городка. И всего в 20 километрах от Адриатического моря. Об этом пишет CNN. Чтобы стать владельцем исторической недвижимости, не нужно никаких залоговых сумм. Есть одно важное условие – отремонтировать дом необходимо за 3 года. Есть помощь. Команда архитекторов и специалистов поможет с ремонтом. Базовая реконструкция обойдется в 20 тысяч евро и выше. Однако есть дома, в которые можно заехать и жить. Цена на такие от 40 тысяч евро. Почему продают, спросите вы? Пенне вымирает. Старинные дома пустуют, а население уезжает. Мэр города решил бороться за возрождение населенного пункта и приглашает желающих стать частью новой жизни. Кстати, это известная программа в Италии, и не только в этом городке власти устраивают такие распродажи с целью привлечения новых жителей. Как вам такой подход? Хотели бы, если бы были деньги и время, воспользоваться предложением? Пишите в комментариях. Французы борются с аэрофобией, для этого готовы платить немалые деньги. В Париже популярны курсы успокоения для тех, кто боится летать. Есть даже очередь из желающих научиться контролировать свои страхи. За курс люди платят по 430 евро. Специнструкторы учат их правильно дышать и объясняют, что полет менее опасен, чем поездка в лифте. Авиафобам даже предлагают почувствовать себя пилотом за штурвалом самолета. Правда, не настоящего. Это действительно кульминация пути, который мы прошли с самого утра. Лично для меня это многое изменило. Я чувствую себя более спокойной. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.